Здравствуйте. В эфире «Вечерняя смена», в студии Алана Гадзацева. Никакой молочной пенки и комочка в манке. Вкусное и полезное меню в столовых – такой курс у комбината школьного питания. Теперь учащиеся смогут выбирать блюда по своему вкусу, естественно, из утвержденного специалистами Роспотребнадзора списка. Все детали обсудим с нашими гостями. Здравствуйте, Анастасия, Алина. Расскажите, пожалуйста, вот какие изменения ожидают школьников и их родителей в плане меню, в плане возможностей? Вот сейчас, насколько мне известно, в одной из школ Владикавказа экспериментируют на тему индивидуального меню. Вот каким образом это будет осуществляться? Давайте, Алина, с вас начнем. Эксперимент проводится на базе 24-й школы. Выбрали эту школу для чего? Для того, чтобы начать с меньшего количества учеников, то есть узнать, сможем мы на базе большой школы этот эксперимент провести. Эксперимент в чем заключается? На базе основного меню мы изменили гарниры, то есть на выбор. Не изменили, а на выбор предложили еще гарниры и напитки. То есть ребенок может выбрать котлете из говядины, гарнир из макарон или из гречки. К рыбе запеченной он выбирает рагу из овощей или пюре картофельное. Также напитки предлагаются. Кофейный напиток, мы предлагаем какао из молока. Все сохраняет свою калорийность, все блюда, которые мы предлагаем. Ну, в принципе, нарушений со стороны питания у нас нет. Все блюда, предлагаемые на выбор, у нас заменяются. Нет проигрышных блюд. Все блюда, в принципе, равноценные. То есть, допустим, на прошлой неделе у нас пюре было рагу овощное, на этой неделе мы будем планировать к рыбе пюре и картофель по-деревенски. Естественно, мы знаем, что детям нельзя жареное во фритюре, вредные жиры. Мы будем этот картофель запекать. Естественно, дадим ребенку давно любимое блюдо, всеми любимое, только в новой вариации, более полезной. Вот если говорить с технической точки зрения, то есть получается, нужно приготовить больший объем блюд, да, чтобы была возможность выбора, как это или нет? Объем остается тот же. Нет, я не имею в виду объем порции, я имею в виду объем, вот, допустим, вы заранее знаете, да, какой ребенок что выберет, или же это как-то спонтанно происходит? Мы, конечно, работаем со школами, то есть у нас ответственная по питанию, с нами сотрудничает родители, мы раздаем анкеты. Родитель забирает анкету, выбирает блюда, которые поест ребенок. И, естественно, допустим, если в классе 25 учеников, из этих 25, допустим, 10 выбрали пюре, 15 выбрали рагу из овощей. То есть, заранее бывает абсолютно все понятно, да, объемы, которые необходимо приготовить. А в целом вообще по поводу обратной связи, как она осуществляется? Обратную связь самую большую мы видим от ребенка. Мы видим пустые тарелки. То есть, наконец-то у нас проявляется у детей интерес. Дети начинают кушать с большим интересом, с большим удовольствием. Они пробуют новые сочетания. То есть та же самая запеканка либо предлагается либо с ягодным соусом, либо со сгущенкой. Соответственно, они уже пытаются попробовать, может быть, где-то ягодный соус. Вот у нас сейчас он вишневый. Кто-то берет сгущенку, кто-то просит добавку, но уже за место сгущенки просит ягодный соус. То есть они проявляют интерес. Ну, даже вот момент, когда у нас была рыба запеченная с пюре картофельным и рагу овощное. То есть ребенок изначально выбрал пюре картофельное, но рядом сидящий ученик выбрал рагу овощное. То есть ему стало интересно и рагу овощное. И, естественно, отказать мы, конечно, не можем. Это эксперимент у нас. Естественно, мы также даем попробовать ребенку и рагу овощное. И все это анализируется, естественно, то есть все это фиксируется, смотрим, какие у нас блюда пошли. Если у нас, допустим, какой-то проигрышный вариант гарнира или, допустим, напитка, естественно, мы заменяем его. Ну вот как бы работаем над этим. А вот вы сказали, что выбирают родители, да, меню. А с какой периодичностью? То есть на неделю или на месяц или как? На данный момент мы раздали анкеты на неделю. В дальнейшем у нас планируется личный кабинет,
каждого родителя. С логином и паролем мы все раздадим. Родители будут заходить, и они могут выбрать гарнир, допустим, в понедельник на среду. То есть за день, за два, чтобы мы успели обработать все данные, чтобы пищеблок успел приготовить нужное количество данной продукции. Но тут еще играет роль то, что не все родители смогут заходить в личный кабинет. В данном случае мы подразумеваем, что ребенку автоматически будет выбираться основной вариант меню, которое у нас разработано Министерством образования совместно с Институтом питания, выдержаны все нормы. То есть в любом случае будет предоставлено какое-то конкретное меню. Но если на практике произойдет то, что ребенок не захочет это блюдо, такое случается очень часто, мы дополнительно готовим несколько порций гарнира другого тоже сверх нормы, чтобы ребенок мог выбрать то или иное блюдо, чтобы он поел и получил удовольствие. А вот скажите, в принципе, вот этот эксперимент, он возник в связи с тем, что часть родителей там были недовольны меню или дети. Какие ситуации возникали, почему возникла необходимость вот поменять немного структуру работы? Ну, данный проект вообще действует уже во многих регионах страны. Помощь в реализации нам оказывает также Институт питания. Но да, с одной стороны, повлияли родители, которые недовольны питанием, что где-то холодное, детям не нравится. И мы решили попробовать, какие гарниры детям пойдут больше, какие напитки дети захотят больше. Может быть, действительно, то же самое рагу может заменить на картофельное пюре в этот день к этому блюду. Или сделать вместо макарон гречневую кашу. Давайте посмотрим, что хотят дети, как они это будут есть. Соберем данные, если действительно нам покажет, что наше меню не так особо естся, мы изменим меню. Ну, в дальнейшем, в принципе, все дети разные. Все хотят что-то разное попробовать. И сегодня он захотел макароны с котлетой, завтра он захочет ту же самую гречку. И угадать невозможно. Для того, чтобы угодить всем, мы предлагаем выбор. А вообще, что собой представляет именно школьное меню? Какие включает оно требования, ограничения? То есть понятно, что да, вы сказали, там жареное, допустим, нельзя, да, во фритюре. А что можно, какие условия необходимо соблюдать именно вот в школьном питании, в детском меню? Школьное питание у нас есть санитарные нормы, правила, которые изданы в 2020 году. Там четко прописан перечень запрещенных продуктов, он очень большой. Это если пару позиций назвать, к примеру. Входит кетчуп тот же самый, майонез тот же самый, арахис. Очень много запрещенных веществ, продуктов, которые ребенок как бы и любит, мы не можем. Тот же самый фритюр, к которому все дети привыкли, этот картофель фри, картофель по-деревенски. То же самое вкусное блюдо, которое может поесть ребенок, сосиски. В этом году их исключили. Ну, есть рекомендации, но в России сейчас нет особо такого производства большого, которое сможет обеспечить все комбинаты питания специализированными колбасными изделиями детского питания. Поэтому пришлось исключить и отказаться от этого продукта всеми любимого детьми. А если говорить о диетическом меню, есть дети с ограничениями по здоровью, к примеру, с диетой определенной. Вот в этом случае как? В этот случай мы тоже предусмотрели. Совместно с Институтом питания мы разрабатывали меню. Также это меню разрабатывалось и Министерством образования, оказывали они поддержку в разработке данного меню. Это меню для детей, страдающих сахарным диабетом, для детей, страдающих аллергией на молоко, молочные продукты, это безмолочная диета. И еще у нас дополнительно есть третье меню, это для детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. За основу мы взяли самое распространенное заболевание, это гастродуоденит. Для этих групп детей разработано меню. Родители собирают документы, предоставляют их в школу, и, соответственно, уже к нам будет поступать заявка о том, что тот или иной ребенок нуждается в специализированном питании. А скажите, где готовится вся кухня, которая подается школьникам? Ну, на этот вопрос сложно ответить. Вся она готовится, но готовится частично. Комбинат питания изготавливает полуфабрикаты из мяса высокой степени готовности, которые хранятся не более 12 часов, отправляются в школу. Школа же их доготавливает. Основная нагрузка все-таки остается на школьном пищеблоке. То есть это гарниры, напитки. Для второй смены это первые блюда, салаты. Все изготавливается в школе.
Мгм. Ну, то есть вопрос к тому, что блюда совершенно свежие, там, с пылу с жару. Да, Да. это 100%. Мгм. Ну и скажите, есть ли, бывают ли случаи, скажем, отказа от питания, если родители такую инициативу проявляют? Есть такие? Ну, у нас на Пока не практике встречали такой. нет. Ну что ж, надеемся, что действительно будет больше, этот эксперимент приведет к положительным, да, результатам, к положительной динамике. Это всегда хорошо, когда корректируют свою работу в соответствии с какой-то обратной получаемой связью. В данном случае непосредственно от детей. Спасибо вам большое. Спасибо за это интервью. Прервемся на небольшую рекламу. Сразу после нее продолжим наш эфир. Продолжаем вечернюю смену. Более 500 студентов из Осетии отправятся в рамках студенческих строительных отрядов и профстажировки на крупнейшее предприятие ремонтно-строительной сферы в России «Норильский никель». Компания готова участвовать в образовательном процессе в СКГМИ в формате дуального обучения. О том, что же это такое и какие возможности дает для профессиональной реализации и работы студенческих отрядов, поговорим прямо сейчас с гостями нашей студии. Здравствуйте, уважаемые гости. Олег Знаурович, к вам хочу обратиться в первую очередь. Хотелось бы, чтобы вы рассказали о работе студенческих отрядов. Она довольно активно ведется, как в наши дни, так и ранее. Вот хотелось бы, чтобы вы рассказали о том, какое количество студентов участвует в подобных инициативах и, на ваш взгляд, что это им дает. Ну, мы сегодня одна из самых крупных площадок на юге России по движению студенческих отрядов, которые включают в себя не только профильные строительные отряды, но и отряды проводников, педагогические отряды, это вожатые в пионерских лагерях. И в этом году у нас намечается, кроме Норильска, еще обязательно будет отряд проводников, об этом сам директор колледжа расскажет. У нас намечается конкурс на 35-40 мест в санатории Джубга, это вожатые. И, надеюсь, еще появятся некоторые всероссийские стройки, в которых тоже наше студенчество должно принять участие. То, что касается Норильского стройотряда, он как бы неожиданно стал не вузовским, а стал сводным республиканским, поскольку там примет участие и аграрный университет, и колледж железнодорожного транспорта, и колледж электроники, и горно-металлургический техникум. И нам очень приятно, что такая площадка появится, где, кроме того, что студенты будут осваивать современные технологии, получать достаточно высокую зарплату, еще и смогут общаться на очень высоком уровне. И такого уровня общения сегодня в республике между нашими образовательными учреждениями нет. А вот в профессиональном плане что дает такая, скажем, стажировка, можно и так это назвать? Значит, стройотрядовское движение – это очень серьезная школа, которому и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, и Росмолодежь, и наш руководитель Сергей Григорьевич Меняла придают очень серьезное значение. Почему? Потому что это, во-первых, закалка трудовая, это первые деньги, это новые друзья, но самое главное – это получение новых компетенций. То есть сегодня работодатели требуют подготовку практикоориентированных специалистов. Это касается и среднего специального образования, это касается и высшего образования. И вот эта адаптация в составе этих стройотрядов проходит. Все бойцы стройотрядов, кроме хорошей зарплаты, бесплатного питания, бесплатного проезда к месту работы и обратно, еще получают удостоверение рабочих профессий 3-го разряда. И сегодня эти удостоверения и вот эти навыки, которые они получают, они потом бывают необходимы, потому что каждый выпускник, независимо от высшего образования или среднеспециального, начинает работать с рабочей должности. И поэтому нельзя сегодня говорить о том, вот, про что-то конкретное. То есть это комплекс
очень полезного, очень необходимого. И самое главное, вы бы видели радость на лицах тех родителей, которые таких детей воспитали. Я уже наблюдаю за этим с 2007 года. Вот с тех пор мы отправляем выездные стройотряды. Какая радость у родителей, какая гордость у своих детей. Сегодня вот в условиях вот этих ограничений временных наша молодежь не удел. Большая часть, она фактически им некуда девать свою энергию. Очень много ответственности, да, мы это прекрасно понимаем. Но дело в том, что если мы вот не оторвем нашу молодежь от вот этой изоляции, то мы можем не дать и из них не сделать вот этих специалистов, которые нам необходимы. И мы надеемся, что эти ограничения закончатся, и мы успешно решим все те проблемы, те задачи, которые перед нами стоят. Но эти ограничения коснулись стройотрядов, также коснулись, или только именно учебного процесса касаются? Ну, позапрошлом году мы ни одного стройотряда никуда не отправляли. Я имею в виду республику. Может быть, железнодорожники ездили. А вот в прошлом году ограничения нас коснулись частично, потому что у нас заболели дети, 11 человек в Норильске, 4 человека в Челябинске. Но, вы знаете, им была оказана своевременная помощь, и буквально за неделю мы получили информацию, что все дети здоровы и все в строю. Чермен Михайлович, к вам хочу обратиться с таким вопросом. Вот на ваш взгляд, стройотряды раньше и стройотряды сейчас, в чем сходство, в чем различие? Мурзабек Казбекович. Это вы ко мне обращаетесь? Да, да? Ну, прежде всего я хочу сказать о том, что представляю одно из старейших учебных заведений не только в нашей республике, но и на Северном Кавказе. В этом году Владикавказскому железнодорожному техникуму в сентябре исполняется 120 лет. И студенческое движение студенческих отрядов, конечно, для нас это не новое. Еще с советских времен мы активно участвовали в этом движении. К сожалению, с распадом Советского Союза оно потихоньку было сведено на нет, но радует то, что последние лет 10 началось возрождение этого студенческого движения. И хочу сказать о том, что среди молодежи движение студенческих отрядов очень востребовано, популярно. До недавнего времени мы выстроили хорошие партнерские отношения с нашим профильным стратегическим партнером. Это филиалом Северокавказского федеральной пассажирской компании. Ежегодно молодые люди в количестве 35-40 человек направлялись с нами, значит, в студенческие отряды. Они работали в качестве проводников в пассажирских вагонных депо по минеральным водам, по Адлеру, по Новороссийску. Вы спросили, в чем разница между студенческими вот этими вот отрядами, которые были в советское времена и сегодня. Ну, не буду говорить за всех, но лично свое мнение скажу так. В советское время вот, движение студенческих отрядов, там во многом присутствовала большая доля романтизма. К сожалению, можно сказать, сегодня молодые люди за туманом и за запахом тайги не столь охотно едут. Во главе угла у них материальный интерес. Я нормально к этому отношусь. Сегодня у нас новые экономические отношения, новые трудовые отношения, и молодежь в первую очередь интересуется материальным вознаграждением и наличием социального пакета. Хочу сказать о том, что в этом году мы делаем первый шаг в выстраивании партнерских отношений с новым работодателем «Норильск Никель-Ремонт». Недавно к нам в республику приезжало руководство этого комбината. Я, например, этому придаю такую, значит, оценку, что, наверное, наши выпускники образовательных учреждений с положительной стороны себя зарекомендовали.
и желание выстраивать отношения с выпускниками, значит, наших и вузов, и техникумов именно этим вот и вызвано. Мы будем отправлять, значит, в республиканском студенческом отряде, и наш отряд будет в количестве 35-40 человек. В чем отличие? Если проводниками мы формировали, значит, студенческий отряд из специалистов, значит, по различным специальностям, которые у нас есть, это и связисты, и автоматика, телемеханика, и вагонное хозяйство, и управление перевозками, то сегодня, значит, вот в этот стройотряд, который мы планируем направить в Норильск никель-ремонт, он будет сформирован в основном из студентов, которые обучаются по специальности вагонное хозяйство и локомотивное хозяйство. Я внимательно изучил их производственную базу, значит, очень доволен и услышанным, и увиденным по тому видеоролику, который они с собой привезли. Там есть хорошее, значит, вагонное ремонтное депо, локомотивное депо. И наши студенты, помимо того, что они будут приобщены к трудовой деятельности, значит, зарабатывать какие-то деньги, они еще будут формировать свои необходимые для дальнейшей работы навыки и умения, что очень важно. Вот Олег Знаурович это уже подчеркнул. Сегодня на рынке труда требуются специалисты, которые с первого дня способны приступать к самостоятельной работе. Сегодня работодатель, как в советское время, не хочет тратиться на то, чтобы доучивать еще на рабочем месте специалиста, чтобы он мог уже приступать к самостоятельной работе. Поэтому это еще одна форма, которая нам позволяет качественнее готовить, значит, специалистов железнодорожного профиля, формировать у них необходимые навыки и умения. Ну, все это очень важно и значимо для них. Как правило, жизнь показывает, люди, обладающие не только высоким образовательным уровнем, но еще обладающие необходимыми навыками и умениями, они легче выстраивают свои отношения в обществе, в коллективе и со своей профессией. Надеюсь, что этот первый шаг трансформируется потом в более долгосрочные какие-то отношения. Значит, возможно, наши выпускники, значит, будут востребованы этим работодателем. Мы только приветствуем это и всячески будем это поддерживать и поощрять. Угу. Я хотела бы к коллеге к вашему обратиться. Скажите, пожалуйста, вот я, насколько знаю, вам предстоит только поехать, да, в строительный отряд? Или вы уже участвовали? Да. Угу. Ну, расскажите о том опыте, который вы получили, что ключевое вы вынесли для себя из этой работы. И, скажем так, как вам кажется, что это в принципе может дать студенту, да, какая-то закалка, да, вот как коллеги уже сказали о том, что это и профессиональная школа, но, наверное, и школа жизни, когда человек уезжает из дома надолго. Да, это в первую очередь, это, конечно, профессиональная подготовка. Несмотря на то, что в институте в достаточном объеме всю информацию доносят до студентов, необходима, конечно же, практика. И как раз-таки вот строительные отряды и все вот эти возможности уехать на производство – это очень большой плюс для студента. В том плане, что ты приобретаешь ценный опыт. И, как уже Олег Знаурович отметил, на производстве мы проходим обучение и получаем различные удостоверения рабочих. То есть при выпуске с института, когда приходишь уже на работу, тебе не приходится начинать с этого этапа, проходить заново какое-то обучение и так далее. У тебя уже имеется на руках какой-то комплект удостоверений, и ты сразу приступаешь к своей работе. И правильно вы отметили, тоже это школа жизни своего рода. Ну, не знаю, наверное, как армия, когда в одной куче много парней, и вот эта вот обстановка, более сильные подтягивают более слабых и так далее. И это, я считаю, очень хорошо и полезно для студентов. А вот в вашей профессиональной деятельности как сказалось участие в подобном стройотряде? И вообще свою карьеру как вы планируете выстраивать в дальнейшем? На данный момент я поступил уже в аспирантуру. И в целом, конечно же,
допускаю такое, что свяжу свою жизнь, скорее всего, с производством, но пока что я остался еще в институте. Что добавить еще, даже не знаю. Вы говорите, что возможно производство. Я хотела уточнить. Вот вы сказали, да, приобрели определенные навыки. Расскажите о вашей специализации конкретно. Вот что вам это дало? Я по образованию горный инженер, получается, и поездив на различные практики, стройотряды, я понял для себя, что в целом представляет эта профессия, что такое находиться под землей и так далее. И, конечно, на раннем этапе, когда человек уезжает, это дает ему более полное представление о том, что предстоит ему в будущем. Не знаю, что еще. Олег Знаурович, хотела еще уточнить, какое количество ежегодно, ну понятно, да, с учетом ограничений мы это сейчас не берем, ну скажем, вот до ковидных мер, какое в среднем количество из республики участвовало студентов в строительных отрядах? Ну, в среднем где-то было около 300 человек. Это по сравнению с советскими временами не такая большая цифра. В этом году рассчитываем на 600-700. Почти в 2 раза мы увеличиваем количество бойцов в наших республиканских студенческих отрядах. Ну, если честно сказать, то хочется, чтобы наши местные работодатели изучили этот опыт взаимодействия и тоже начали организовывать и возрождать это движение уже в республике. Потому что если бы пользы не было абсолютно никакой от этой молодежи, да, то мы бы за несколько тысяч километров этих людей не отправляли. И я думаю, что и в благоустройство, вот в работах по благоустройству города, и, надеюсь, вот при строительстве МСОНа и других объектах, ну, мы вынуждены будем прибегнуть к усилиям и к деятельности этих отрядов. У нас проблема в том, что в разном состоянии находятся наши учебные заведения. Есть вузы, есть колледжи, где очень много уже сделано, и есть колледжи и вузы, где абсолютно еще даже не пахнет этим движением. И вот наша задача, чтобы мы вот в течение этого года все это подняли на должный уровень, потому что очень мощная поддержка идет этого движения из центра. Мы в этом году могли получить очень хорошие деньги на подготовку бойцов ССО, по 13 тысяч за каждого бойца. Мы могли организовать определенные мероприятия, связанные с обучением наших бойцов. Это культурно-массовая работа. Есть очень много проектов и грантов. Значит, и мы должны участвовать в этих проектах. Почему? Потому что это деньги, которые дадут очень большую пользу. Но проблема в том, что у нас зарегистрированных участников студенческого движения вот на следующий день около 300 человек. Вот такая ситуация. Но нам помогают. Мне очень сильно понравилась реакция министра образования нашего нового. Очень активно нам помогает Руслан Джусоев, это комитет по делам молодежи. И я думаю, что мы сдвинем вот это все с мертвой точки, хотя есть субъекты в СКФО и ВИФО, где нету ни одного стройотряда. Я это не приветствую, но вроде бы у нас все хорошо обстоит, но обстоит точечно. То есть есть пединститут, вот там вожатые, есть колледж железнодорожный, там проводники, есть СКГМы, где это профильные студенческие отряды. Сейчас вот мы будем участвовать в конкурсе с Северо-Российским государственным университетом по привлечению отряда вожатых на Черноморское побережье. И, видимо, будет наш университет тоже там участвовать. Но если честно говорить, то возможностей у всех колледжей, у всех вузов большие. Но все зависит от работодателей. Я хочу, чтобы более серьезно наши работодатели и наши работники бизнеса отнеслись вот к этим вопросам. Почему? Потому что вы задали вопрос, что дает стройотряд. Стройотряд, в первую очередь, дает патриотизм.
В стройотряде учат любить родину свою. Есть люди, которые говорят, не надо никого учить, родину человек должен любить сам по себе. А я так не считаю. Почему? Потому что это идеология определенная. И вот мы сегодня разговаривали, и я вам хочу сказать одно. Не только за туманом и за романтикой ездят вот, те, которые ездили в советское время, а я вам могу сказать, что первый студенческий отряд в Южную Осетию в 2008 году пришел безвозмездно с нашей республики, с СКГМИ. Наводнение в Крымске, на ликвидацию последствий опять ездил безвозмездный студенческий отряд СКГМИ. И меня пускай не обвиняют, что я там тяну одеяло в сторону ГМИ или аграрного университета, или другого вуза. Ну, то, что есть. И молодежь у нас прекрасная. Она не испорченная. На нас обратили внимание. С Норильска до Владикавказа больше 4000 километров. И огромное количество вузов. И то, что нам вот так отдают предпочтение, это очень большой аванс. И мы должны оправдать доверие. И я хочу сказать, что таких условий, я бывший стройотрядовец, наверное, раз 7-8 участвовал в советское время в этих стройках. И могу сказать, нам таких условий никто не создавал. Здесь полностью весь соцпакет. Компенсация питания до 20 тысяч рублей. Заработная плата до 70 тысяч рублей. Проезд, проживание, досуг. Мы работали по 12 часов. Они, как белые люди, работают по 7-8. В субботу, если хочешь работать, пожалуйста, работай. Если не хочешь, пожалуйста, тебе спортзал, пожалуйста, тебе бассейн, пожалуйста, тебе тренажеры, пожалуйста, тебе экскурсии. Костя, кстати, побывал в 3 стройотрядах, был и в Челябинске, был и в Новоангарске, был в Норильске. Ну, как-то скромно рассказывать про эти вещи. Но я считаю, что это один вот из атрибутов, тем более времена сейчас очень какие-то тяжелые в стране. И вот этот мобильные вот эти отряды, они могут принести очень много пользы во всех сферах. Мы, когда начались знаменитые субботники в республике, то мы в основном выезжали на бойцах студенческих отрядов. Они приводили вот те объекты, которые нам поручали приводить в порядок. Я думаю, что ответственность большая у руководителей учебных заведений. Но если мы не будем брать на себя ответственность, то дело с мертвой точки не сдвинется. Ответственность будет коллективная, но мы уже ездим с 2007 года. Начинали с 15 человек. Точка не такая уж и мертвая, раз все-таки ездим с 2007 года. Да, ездим с 2007 года. Началось возрождение наших студенческих отрядов. Активное участие там принимала и Тамара Таболова, и Давид Хаханов, и Рустем Келехсаев, и один из первых наших командиров Николай Хлынцов. Николай Александрович Хлынцов, бывший председатель правительства. Я хочу сказать, что те, кто был в стройотряде, большая часть из них это руководители производства. Это тоже серьезный... Показатель. Да. Ну, Таймураз Замбекович стройотрядовец, Хлынцов стройотрядовец. Александр Сергеевич Засухов, наверное, как геолог просто не был никогда в стройотряде. В общем, это школа жизни, действительно, это воспитание, это и профессиональный рост. Что ж, вы обозначили, что да, что-то есть к чему стремиться, и это очень хорошо, когда есть определенный вектор, есть определенная цель, она задана, и я уверена, что следующая наша встреча в этой студии будет с большими результатами, да, с теми, которые вы сейчас обозначаете только лишь как планы. Они уже будут реализованными. Спасибо большое. Сейчас прервемся на небольшую рекламу. Сразу после нее продолжим наш эфир. Продолжаем вечернюю смену. Общественная организация «Ирон-Федерация» в рамках проекта «Родная анимация» заключила лицензионное соглашение на дублирование на осетинский язык первых сезонов мультсериалов «Мимимишки» и «Лео и Тиг» с их правообладателями анимационной студии «Паровоз». Проект поддержан президентским фондом культурных инициатив. Сформирована группа актеров дубляжа, с которыми ведется активная репетиционная работа. И поговорим в нашем эфире с участниками проекта. Здравствуйте, уважаемые гости. Спасибо, что пришли к нам. Что ж, поздравляем вас с таким вот проектом значимым. То, что фонд культурных инициатив поддержал, это серьезное достижение. Аслан, хочу к вам обратиться. Расскажите вообще, как возникла идея этого проекта, с чего все началось? Добрый вечер, Алана. С чего это началось? Если говорить об этом, то в 2016 году
по инициативе Тамерлана Цыгоева, который является руководителем Федерации национальных видов спорта и культуры, перевели на словесность осетинского языка всеми известный мультик «Маша и медведь». Тогда этот мультик был очень востребован на русском языке. Позднее, когда перевели на осетинский, то он стал хорошей методикой не только для детей, которые дома ходят в садик, но и дошколят, кто ходит в школу, да и взрослым тоже было интересно, конечно же, увидеть, как же маленькая Маша говорит по-осетински, или бедный медведь, глядя на которого иногда хотелось плакать, вот эти мучения. Потом, вот уже в 2021 году, по инициативе той же Федерации, был подан грант, на президентский грант, и нас поддержали. Начали переводить сначала на тексты таких анимационных мультсериалов, как «Три богатыря» и «Принцесса Египта», «Лео и Тиг», «Мы мимимишки». На сегодняшний день уже «Три богатыря» и «Принцесса Египта» полностью озвучена. Уже идет работа над склейкой, то есть над техническими работами. Да. Сейчас почти подходит к завершению озвучка «Лео и Тиг». Все тексты и на один мультик, и на второй мультик переведены профессиональными филологами, которые имеют отношение к переводу, уже с этим сталкивались. То есть, и потом проходит, конечно же, редакцию. Мы собираемся, вот группа, которая в этом разбирается, меняем какие-то слова, если что-то не нравится. То есть, ведь этот проект в первую очередь нацелен на то, чтобы сохранить и популяризировать словесность осетинского языка. Ни для кого не секрет, что сегодня осетинский язык, как и многие другие языки малочисленных народов, занесены в реестр исчезающих. Да, многие говорят о том, что нужно сохранить туда-сюда, но нужно показывать на деле то, что ты хочешь сохранить, но не говорить. Приобщать. Приобщать, совершенно верно. И вот ребята, которые с удовольствием прошли кастинг, потому что там не просто так было прийти, сесть и дублировать, озвучивать, вернее, того или иного героя. И нравится им или не нравится, это уже Вот не сейчас как раз у них и спросим. Рита, скажите, расскажите о вашем участии в этом проекте, что вам выпало и какие, собственно, у вас впечатления? Меня зовут Илита Албегова, я озвучиваю Уаржету, Любаву, иначе. Я делаю это равно как какую-то из всех своих работ, но мне, несомненно, обидно, что осетинский язык – это экзотика, это что-то, нечто такое модное, особенное. Это очень обидно, тем более для человека, который вырос в городе, но тем не менее помнит в городе такую же осетинскую речь, как и в селе. Да? А сейчас, идя по улицам села, находясь в среде школьников, не слышит речи. Отдельные слова и мелодика, и интонация, все бывает абсолютно русское или вот, не то. Это инструмент амхийского высшего. И инструмент неплохой, но мне, как человеку прошлого века, обидно все равно, что это что-то не совсем естественное. Ах, как же вот такой объем на осетинском языке. Да, и что такого? Это тот язык, на котором мы малину воровали, пирожки нам пекли и тому подобное в детстве. Да, вот как-то так. Хотелось бы, чтобы воспринималось. Но сейчас все глянцевое, гламурное. Ну, хоть так. Хотя бы так мы, может быть, нам удастся не потерять хоть что-то.
Хоть что-то А вот сохранить. если говорить конкретно об озвучании, о работе в данном проекте, как вам это вообще, как вами это воспринимается? Это немного другое, чем, скажем, актерская игра там со зрителем и так далее. Это немного другое. Да. Актерская игра, ты массу информации передаешь в картинку, да, а тут тебе нужно вложить эмоции в голос, и более того, речь должна быть естественной, наполненной, соответствующей моменту в мультфильме. Да, там очень много деталей, очень много нюансов, которым непрофессиональному актеру, то есть я человек, который просто вырос в этой среде и знает эстонский язык так, как нечто родное, как часть себя, рука, нога, что-то такое, да. А профессиональный актер, возможно, это сделал бы лучше, но, к сожалению, в том и проблема, что приходится еще доискивать людей, кроме как из профессиональной среды. Мгм. А вот как вам кажется, вы проводите какие-то типа вот худсоветы, да? Аслан об этом сказал, ну можно так обозначить это явление как худсовет, где вносятся правки и так далее. А есть ли, скажем, обратная связь со стороны зрителей маленьких? Пока что слишком мало было. Ну, за обратную связь пока что трудно говорить. Эти мультфильмы... Ну, я не знаю, может, на племянниках вы пилотный проект. тестируете или на детях? Мы их не показываем никому, мы пока не имеем права их даже показывать, потому что после того, как мы доведем до конца вот данный проект, нам еще в Москве должны это все утвердить, Одобрить. одобрить. Но я поняла ее вопрос как восприятие детьми нашей работы. Дело Да. в том, что ваш вопрос касается двух категорий детей. Тех, которые выросли в русской среде, и тех, для которых я, вот, например, у себя в доме настаиваю на той же обстановке, в которой выросла я. Да? И там русская речь может вполне звучать, но это не более половины всего, что звучит. Поэтому, соответственно, восприятие будет очень разное там и там. Те, которые привыкли к этой речи, ничего необычного не увидят, им, возможно, понравится, возможно, они какую-то критику даже озвучат. А другие детки будут смотреть на это как на что-то новенькое, такое вот айтасу, ама. И вот, возможно, если они будут это так же часто видеть и слышать, мы достигнем нашей цели. Вот как-то так. А скажите, пожалуйста, где будут транслироваться все эти мультфильмы? По завершению они передадутся в Министерство образования, Управление образования муниципальных в образовательных учреждениях. в образовательные учреждения, высшие учебные заведения. Они мере будут уже в свободном доступе. Каждый сможет этот мультик закачать к себе в телефон и заставить или не заставить своего ребеночка смотреть. Я думаю, что заставлять не словесности придется. Ну вот Остинской Да, области. последний раз на День города и на День республики тоже что-то выездного кинотеатра организовал Тамерлан. И вот там показывали эти мультики уже на остинском языке некоторые. И многие дети, вот прям эмоции у них были такие радостные. И вот, наверное, в первую очередь это детские эмоции. Да. Это самая большая благодарность, наверное. Марат, а вот скажите, для вас лично, какие эмоции этот проект вам дает? И как вам кажется, вот как это, да, взрослые люди, которые, ну, так прикасаются, да, вот к этому волшебному, какому-то детскому миру? Ну, я озвучивал сам Илью Муромца. Мне предложил Тамерлан попробовать себя. И первый раз, когда я услышал о нем, о данном мероприятии, мне вот прям стало интересно. Ну и это популяризация нашего языка, что, несомненно, важно тоже. И на свой первый кастинг я пришел вот с Асланом. Он тоже мне помог. Наверное, услышав мой голос, он мне сам сказал, мол, вот так и так на роль Ильи ты лучше подойдешь. Ну и во время работы тоже вот Аслан нас направляет, говорит, где правильнее, как проявить свои эмоции. Потому что, как сказала Элита, человека не видно, и слышно только голос. И вот, наверное, интонация – это главный фактор, как ты передашь эмоции героя.
А на вас самого вообще, вот именно актеров дубляжа, вот персонажи оказывают какое-то влияние? То есть вы, может быть, там от них что-то перенимаете, немножко какие-то словечки, какие-то На момент обороты? озвучки, на 2 часа озвучки, несомненно. А в дальнейшем уже все, да? То есть Ну, когда ты озвучиваешь взбалмошную девушку, которая заставляет целую группу людей лезть под пирамиду, в которой нет ее любимого человека, ты превращаешься в настоящую женщину. На самом деле это очень интересно озвучивать героев фильма, Перевоплощаться. мультфильма, разницы нет. Когда человек проживает, они вот скромничают, и поэтому, но все те, кто имеет отношение к переводу этих, к озвучке этих мультсериалов, они на самом деле непростые люди. Они вот стоя рядом с ними, им самим кажется, как они нервничают, но мы, когда со стороны на них смотрим, мы видим, как они это проживают, как они, прежде чем себя продублировать, своего героя, они дублируют про себя другого героя, потому что невозможно продублировать никакого героя, не зная текста собеседника. И в голове уже любой дублер должен понимать то, что Прочувствовать эти прочувствовать не только себя, но и соседа, детей, которые на них смотрят. То есть они маленькие актеры большого театра. Большого театра, потому что они сегодня играют за кулисами, а завтра они выйдут на всеобщее обозрение. Им будут давать оценку, им будет тот зритель, который дает самую жесткую оценку, это дети. Если детям не понравится, это как может понравиться кому-то другому? ну, на самом деле, да, вы правильно сказали, что дети — это самые честные зрители. да, критики. действительно. Независимые. Но и самые благодарные, откровенно говоря. Я уверена, что этот проект будет пользоваться большим спросом и будет иметь огромный успех. И вам действительно большая благодарность за ту работу, которую вы проводите. И я думаю, что зрительская аудитория будет далеко не только детская, но и взрослые с удовольствием, мне кажется, будут. Я бы с удовольствием посмотрела бы точно. Не только чтобы познакомиться там и оценить вашу деятельность, ну просто ради собственного интереса. Но нам тоже будет очень интересна ваша оценка. Да, вот особо приятно, что вот фонд культурных инициатив обращает внимание на такие нужные проекты. И вот хочется им тоже выразить огромную благодарность. И, конечно, самая огромнейшая благодарность это вот людям, которые делают этот продукт. И вот, пользуясь моментом, говорю им от лица руководства проекта огромное спасибо. И, конечно же, нашим деткам, которые ждут, наверное, с нетерпением. Они ждут, потому что, я почему-то говорю, на примере «Маша и медведь» я видел, как дети в Национальной научной библиотеке смотрели на Машу, на медведя, на астинском языке. Вот просто дети переставали дышать, они вот «Амар, так это сажазана, так это сузаниш». Это интересно. Может, кому-то кажется, что это... Да, самака ужалга. Но это нужно детям. Если мы сегодня над этим не поработаем, то завтра будет уже поздно. Это действительно так. Что ж, спасибо вам большое за вашу работу, и я желаю вам творческих успехов в реализации этого проекта. Спасибо. Спасибо. Это была «Вечерняя смена». Спасибо за внимание и до встречи в эфире.